Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і прамовы, які вы можете не толькі слухаць, але і глядзець праз аккаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакце, на канале YouTube. Сёння ў чарговы раз вырас курс долара, еўра і нават расійскага рубля у параўнанні, у дачыненні да рубля беларускага. Вось я гляжу звесткі на беларуска-валютна-фондавай біржы 6 верасня. Ну, як звычайна, прашлі чарговыя таргі, і курс долара на сёння 2,1, курс еўра 2,46, і нават курс расійскага рубля вырас. Пра што гэта можа сведчыць, чаго чакаць у далейшым, мы зараз пагаворым з аналітыкам Аль-Пары Вадзімам Іосубам. Добрый день, спадар Вадзім. Здравствуйте. Давайте пакуль такое агульнае пытанне. Тое, што ўжо колькі дзён долар і еўра, ну давайте пачнем з гэтых асноўных любімых беларусамі валют, колькі дзён ужо расце, а беларускі рубель адносна іх падае. Гэта вот толькі беларускі рубель закранула, ці нейкія іншыя валюты іншых краін таксама вот пад нешта так трапілі? У чым прычына? Рост доллара и евро, и я бы, пожалуй, отметил в первую очередь доллара, сейчас наблюдается в огромном количестве стран в мире. Касается он практически без исключения всех развивающихся стран. Когда я говорю практически, ну, на самом деле есть исключения. Я думаю, что доллар не растет в Таджикистане, доллар не растет в Азербайджане, еще в ряде стран с абсолютно фиксированным курсом. У них наблюдается стабильность, которая, как мы хорошо знаем по своему опыту, рано или поздно закончится обвальной девальвацией. Доллар, возможно, не растет там, где попросту нет финансового рынка. А вот во всех развивающихся странах, где курс не фиксированный и где какой-никакой финансовый валютный рынок есть, доллар растет. Можно вспомнить и наших соседей, я уже не говорю про Россию, очень серьезно доллар растет в Казахстане, очень серьезно доллар растет в Украине. Там исключение последних 2 дня. Сегодня и вчера практически все лето там доллар растет, и украинцев это очень сильно напрягает. Доллар очень сильно и очень серьезно растет в Турции, в Иране, в Индии, в Южной Америке, в Бразилии, в Мексике, в Аргентине. В частности, в Иране и в Индии последние несколько дней курс доллара ежедневно обновлял исторический максимум. И что интересно, если можно сказать, что падение валюты в России, в Турции, в Иране, оно естественно и понятно, потому что это страны, которые подверглись различным американским санкциям, то ни в Украине, ни в Казахстане, ни в Индии никаких американских санкций нет. Вроде бы нет этой прямой причины, валюты все равно падают. Почему они падают? Они падают за одно, за компанию. Так работает мировая финансовая система, когда происходит серьезный обвал в нескольких относительно крупных развивающихся странах. На это есть причины, очевидные причины, почему падает и российский рубль, и турецкая лира, и иранский реал. Инвесторы начинают забирать оттуда деньги, но заодно они забирают деньги с других развивающихся стран. Для того, чтобы вложиться в самые надежные экономики: Германия, Франция, США, Япония, Швейцария. Вот что происходит во всем мире, это в частности касается и белорусского рубля, и на фоне других похожих валют падение белорусского рубля, которое нас последние дни там удивляет и ужасает, на самом деле далеко не самое сильное. С начала года у нас доллар вырос на 7%, а, например, в Турции или в Аргентине доллар за один день рос больше, чем на 7% вот в последнее время. Да, это самое крыўднае, калі ты, скажем, кухталя атрымліваеш не за справу, а за кампанію. І тут таксама, вот, как бы, ведаеце, кажуць, такое было добрае дзіця, але вот кампанія сапсавала. Але ўсё ж таки пра іншае. Колькі
там часу таму мы з вами говорили, гэта было акурат пасля таго, як стала вядома, што ЗША будзе ўводзіць супраць Расіі новыя санкцыі. І мы з вами говорили про тое, што чакае расійскі рубль найперш, а ў звязку з гэтым і беларускі. І вы тады казалі, што расійскі рубель будзе аслабеваць, будзе падаць, ну і беларускі рубель і нават у параўнанні да беларускага рубля будзе падаць. Вашыя словы. Тым не менш, што мы маем сёння? Вот я ўжо пачаў з гэтага праграму пра тое, што нават сёння, і гэта ўжо не першы дзень, курс расійскага рубля павялічваецца ў дачыненні да рубля беларускага. У той жа час, калі глядзець звесткі Цэнтрабанка Расіі, то курс расійскага рубля у адносінах, да прыкладу, да еўра, вот зараз ужо прадаецца еўра за 81 расійскі рубель, а курс долара там 68,80. Так ўсё ж таки памыліўся спадар эксперт, вот як так атрымалася? І нават не пра тое, чаму падае расійскі рубель, а чаму ён расце насуперак усяму да рубля беларускага. Действительно, это очень важный, очень непростой вопрос, на который надо обратить самое пристальное внимание. Ну, на самом деле, я ошибся, прямо скажем, не сразу. Определенный разворот произошел на нашем рынке достаточно быстро, практически достаточно одномоментно. Вот эта тенденция, о которой мы говорим, одновременный рост сразу трех валют, включая российский рубль, к белорусскому, началась после 24 августа. Вот до 24 августа и в течение почти всего года российский рубль к белорусскому реагировал очень стандартно. Когда в России доллар рос, то у нас доллар рос, российский рубль падал. Мы к этому привыкли, при этом белорусский рубль укреплялся к валютной корзине. Вот 24 августа валютная корзина достигла своего минимума с начала года. В этот же день своего минимума с начала года по отношению к белорусскому рублю достиг российский рубль, развернулся и начал расти. Я посмотрел статистику последних 10 торговых дней. С 24 августа прошло ровно 10 рабочих дней. Вот из этих 10 дней в 7 дней росли одновременно сразу 3 валюты. Это говорит о том, что тут уже мало внешних факторов, мало того, что растет там доллар к другим валютам и так далее. Речь идет о том, что последние 2 недели стал резко снижаться белорусский рубль. И надо искать причины. На первый взгляд, причины на поверхности. У нас вроде бы рыночное курсообразование. Буквально дней 10 назад, в конце августа, Национальный банк выступал с большим заявлением в СМИ, где говорил, что мы не отказываемся от рыночного курсообразования, от плавающего курса. И раз курс валюты растет к белорусскому рублю, значит, вырос спрос, или уменьшилось предложение валюты, или оба этих фактора. Это как бы очевидно, эта очевидность нам мало что дает, потому что интересно же, за счет чего вы маете на увазі, да, попыт, что вот люди побегли в обменники куплять валюту, як было, коли там у... Ну, последний раз в конце 2014 года, весь 11 как год. поехать в Россию, набывать машины. Ну, из-за этого у нас все сдарилось, как сказал Лукашенко. Вот тут как бы, да, тут интересно разобраться, какие могут быть компоненты спроса, да. Ну, когда мы говорим о спросе на валюту, тут, по сути, вариантов вообще не так много, да. Речь может идти о действиях населения, речь может идти о действиях предприятий, или речь может идти о действиях регулятора. Вариантов не так много. Для того, чтобы люди побежали в обменники, ну, должно быть с чем бежать. Обычно это у нас происходило после резкого роста зарплат.
Сейчас, в конце августа, у нас какого-то сильного повышения зарплат не было. Как бы непонятен ресурс, с которыми... там подняли на 20 рублей. Бюджетникам подняли, и то с сентября, и то эти зарплаты, наверное, получат в конце сентября, в начале октября. То есть этих денег еще никто не видел. Да? С будущими деньгами в обменник не побежишь, их надо иметь в кармане. Мог ли это быть спрос со стороны предприятий? Тоже под большим вопросом. Раньше это происходило совсем давно, когда просто тупо печатали деньги, раздавали предприятиям или оказывали там какую-то объемную там господдержку и так далее. Сейчас вроде бы, судя по открытым источникам, ничего такого не произошло с финансовыми предприятиями, чтобы у них вдруг резко стало больше рублей, и они побежали на биржу покупать валюту. Со стороны предложения тоже буквально последние дни высказывались различные версии. Одна из таких версий, много последнее время обсуждались проблемы с нефтью и нефтепродуктами по отношению с Россией, что они прекратили нам поставку нефтепродуктов, чтобы мы их там не реэкспортировали, как это называем мы, или не занимались контрабандой, как это называют в России. Да, не мы с вами, но называть не будем кто. На первый взгляд версия заслуживает внимания, на более внимательный взгляд, под воздействием таких факторов вряд ли образовался бы вот такой резкий, как говорят, V-образный разворот. Да? Те, кто нас сейчас смотрит, наверное, в анонсе видели график, да, красная линия, которую я комментирую, это стоимость корзины, вот она резко падала, потом резко стала расти. Остается в качестве одной из рабочих версий, что это могут быть какие-то целенаправленные действия Национального банка, но вполне вероятно, что просто мы чего-то не знаем, потому что мы только что вспоминали, Нацбанк буквально неделю назад указывал, что курс останется плавающим, что он не будет регулировать тренды, и, по крайней мере, последняя команда Нацбанка пока не была замечена в том, чтобы действовала наперекор своим публичным установкам. Мы вернемся да абмеркавання гэтага пытання праз некалькі хвілінаў. Кароткі выпуск навінаў на Еўрарадыё. Я нагадаю, што ў мяне ў гасцях аналітык Альпары Вадзім Іосуп, і мы абмяркоўваем магчымыя прычыны таго, што чаму ўсё ж такі расійскі рубель расце ў дачыненні да беларускага разам з доларам і еўра, хаця па ўсіх прыкметах гэтага не павінна было здарацца. Зміцер Лукашук у студыі, сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Вяртайцеся да нас праз 3 хвіліны. Еўрапейскае радыё для Беларусі. Падвышаецца ўзровень нікатыну крыві, алкаголю, кавы, гарачая ванна не ідзе з галавы. Наближаецца нібыта мамай, ад яе паратунку і лекаў няма, і няма сэнсу хавацца. Як снег, на якім выбівае. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
Вітаю ў студыі Святлана Адзінец, каротка пра асноўныя падзеі. У Гродні будуць судзіць 11 чалавек за фіктыўна дарожна-транспартныя здарэнні, інфармуе Генпракуратура. 4 гады таму трое жыхароў абласнога цэнтра стварылі махлярскую групу і раскручвалі страхавыя кампаніі на грошы, інсцэніравалі аварыі, выкарыстоўваючы пашкоджаныя машыны. Такім чынам, за 13 эпізодаў махлярскіх дзеянняў яны атрымалі 137 тысячаў рублёў. Накладзены арышт на іхную маёмасць на суму 60 тысяч рублёў. У Мінску перанесеная прэм'ера оперы «Саламея». Прычынай стаў ліст групы праваслаўных вернікаў у адміністрацыю прэзідэнта і Генпракуратуру. Хрысціяне назвалі оперу антыхрысціянскай правакацыяй. Прэм'ера «Саламеі» Рыхарда Штрауса ў Вялікім тэатры Беларусі была запланаваная на 9 і 10 верасня. Яна мусіла адкрыць 86-й сезон. Белта інфармуе, што прэм'еру перанеслі на 18 і 19 кастрычніка. Набытыя квіткі будуць сапраўднымі. Лукашенко папрасіў Румаса дапрацаваць тэрмін у Беларускай федэрацыі футбола да канца. Вясной наступнага году, недзе ў сакавіку-красавіку, пройдуць планавыя выбары новага старшыні федэрацыі футбола. Таму да гэтага часу я буду працягваць кіраваць ёй. Цытуе Румаса Белта. Ён узначальвае федэрацыю футбола з 2011 года. Лукашенко сустрэўся не толькі з прэм'ерам, але і з кіраўніком следчага камітэта Іванам Наскевічам і запытаўся пра справу Коржача і пра смерць дзіцяці ў Ганцавічах. Наскевіч паведаміў, што следчыя вывучаюць акалічнасці закупу вакцыны, пасля якой памёр хлопчык, яе з'яўлення на Беларусі і ўжыванне. Кіраўнік следчага камітэта абяцае паведаміць пра свае вынікі ў СМІ. Еўрарадыё.фм. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыю для вас працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. І мы спрабуем з аналітыкам Аль-Пары Вадзімам Іосубам разгадаць таямніцу росту курса расійскага рубля у дачыненні да рубля беларускага, нягледзячы на тое, што па ўсіх прыкметах, асабліва пасля увядзення санкцый ЗША супраць Расіі, гэты расійскі рубель павінен слабець у дачыненні да беларускага. Спадар Вадзім, мы прыйшлі да высновы, што не беларусы не пабеглі ў абменнікі набываць валюту, і таму гэта здарылася, ні прадпрыемствы на біржу таксама не пабеглі, ні ніякія іншыя прыкметы. І Нацбанк ужо кляўся колькі разоў, што ён не будзе умешвацца, не будзе рэгуляваць, хоць ён і рэгулятар, але не будзе рэгуляваць курс валют на фондавай біржы. Тым не менш, гэтая версія, што Нацбанк не стрымаў свайго слова і ўсё ж такі дзе-то там шалаўлівыя ручкі яго там дзе-то пабегалі, наколькі яна мае права на жыццё? Ситуация тут 50 на 50, как вероятность встретить динозавра на улице, да, или встретишь или нет. Как версия она выглядит интересно, но в экономике хорошо бы все версии пытаться проверять, подтверждать цифрами. Здесь у нас будут определенные сложности, потому что, в отличие, например, от ряда других стран, в частности в России, наш Национальный банк не раскрывает цифры своих операций на валютном рынке. И иногда в каких-то полугодовых докладах он эти цифры может упоминать, причем суммарно, что мы там за предыдущие полгода там столько-то купили или столько-то продали валюты. Иногда эти цифры можно выяснять косвенно через изменение золотовалютных резервов. Я пераб'ю, я патлумачу, што мы зараз не гаворым пра тое, што Нацбанк неяк так штучна устанаўліваў ці стрымліваў курс нейкі, а гаворым пра тое, што ён сыграў на біржы, там, скажем, купіў ці там прадаў нейкую там валюту. На самом деле это одно и то же, потому что мы давно ушли от времен, когда курс валют может там устанавливаться, там, грубо говоря, указом главы государства или распоряжением там, главы Национального банка, да, что берет, там, подписывает, хочу, чтобы там, российский рубль стоил там, 3 рубля 50 копеек. Да, это сподобается Путину. Это так не делается в принципе, то есть на самом деле
деле, теоретически, если у регулятора возникает желание как-то изменить курс, он на самом деле должен выходить на биржу, должен делать эти валютные интервенции. Да? То есть, если хочется, чтобы курс иностранной валюты был побольше, надо эту валюту покупать. Если хочется, наоборот, чтобы курс иностранной валюты был поменьше, надо эту валюту продавать. По-другому это не работает вообще. И вот теоретически вот эти объемы операций Нацбанка, как я уже говорил, там можно попробовать косвенно вычислить. Изменили золотовалютные резервы за месяц, у нас есть информация, сколько денег пришло, например, если новые кредиты взяли, у нас там есть информация, сколько денег ушло, сколько кредитов вернули, там какая-то другая вот официальная статистика, и остается какая-то разница. Можно предположить, что вот это как бы разница, это и будет, в зависимости от того, положительное она или отрицательное, то, что там на Нацбанк за месяц купил или продал на бирже. Тут самае галоўнае, калі мы ўсё ж таки возьмем за версію, што так і сапраўды было, самае галоўнае, а навошта? Понятно, что это не в интересах самого Национального банка двигать туда или сюда валюту. Более того, Национальный банк при каждом удобном случае подчеркивает, что вообще это не его задача, да, тот или иной курс валюты. Главная задача Нацбанка на сегодняшний день сдерживать инфляцию на стабильно низком уровне. Не секрет, что у нас в стране есть определенное достаточно мощное лобби, которое заинтересовано в том, чтобы белорусский рубль стоил дешевле, причем в первую очередь, чтобы он стоил подешевле к российскому рублю. Понятно, что это за лобби, это те, кто экспортирует свою продукцию в Россию. Речь может идти о промпредприятиях, о предприятиях там, переработки сельскохозяйственной продукции. В первую очередь речь идет о тех, кто экспортирует только в Россию и больше никуда. И таких производителей и переработчиков у нас большинство. Логика как бы их очень простая, ее можно понять. Чем дешевле белорусский рубль к российскому рублю, тем при одних и тех же рублевых затратах на производство их продукции, тем дешевле стоит их продукция там в России. Чем дешевле их продукция в России, тем больше ее будут покупать. Увеличивается сбыт, растет как бы приток, да, растет экспортная выручка, все счастливы. Казалось бы, да, ну вообще же здорово, да, что в этом плохого? Да, улічваючы тое, колькі мы на Россию. Были, ну, есть как бы такие стандартные мантры, да, что если курс национальной валюты падает, то значит растет наш экспорт, ну, уменьшается импорт, да, хуже становится импортером, хуже становится тем, кто привык в магазинах покупать импорт. Да? Ну, тоже сходу вот возражение, да, ну, какое нам дело до импортеров, ну, будем меньше там чего-то импортировать, да, будем там меньше покупать иностранных айфонов, плафонов, будем больше куплять белорусского, как бы и невелика потеря. Но от роста курсов иностранной валюты есть еще одна дополнительная проблема, о которой многие забывают, когда вот просто говорят об импорте-экспорте. У нас очень много в экономике долгов валютных. Очень много предприятий взяли кредиты в банках в валюте, прежде всего в долларах. У государства очень серьезный внешний долг, большей частью в валюте и большей частью в долларах. Если мы специально поднимаем российский рубль к белорусскому, то это просто автоматом значит, что будет расти и доллар. Если мы специально поднимаем падающий российский рубль к белорусскому, который падает к доллару, то это значит, что у нас доллар будет расти еще сильнее. А вот среди тех, кто набрали кредитов, очень много предприятий, которые, например, зарабатывают в белорусских рублях. Или, бог с ним, зарабатывают в российских рублях. А отдавать надо в долларах. Госдолг у нас отдает бюджет. А доходы бюджета тоже в основном, если там исключить небольшие вот эти импортные пошлины на экспорт нефти, нефтепродуктов, калийных удобрений, тоже рубли. То есть зарабатываем в рублях, а отдавать долги надо в долларах. А чем выше курс доллара, тем больше нам надо рублей
для того, чтобы обслуживать свои долги. И в этом большая проблема и для предприятий, и для бюджета. И, кстати, Нацбанк посчитал, что рост курса доллара на 1% удорожает обслуживание валютных кредитов для предприятий и для бюджета в сумме на 560 миллионов рублей. При этом вот эти лоббисты, которые говорят, давайте сделаем белорусский рубль подешевле, вот о том, чтобы нарастить свой экспорт в Россию, думают, а о том, что нам будет тяжелее долги отдавать, нет, даже вот в чем фокус. В том, что им будет тяжелее долги отдавать. Потому что вот эти экспортеры продукции в Россию, чаще всего именно они набрали кредитов в долларах. Так а як можна И думать, они об этом не думают. як можна думать толькі в адным накірунку, а не думаць пра другое. То есть я ж думаю пра тое, што калі я там у мяне ёсць некая там пазыка ў доларах, я думаю пра тым, як мне сваю там працу прадаць, але і як аддаць. А вот на это у меня есть очень интересная версия. Тут, во-первых, как бы сразу два пункта. Ну, первый пункт очевидный, может быть, наиболее простой. Вот такие предприятия у нас чаще всего возглавляют, что называется, крепкие хозяйственники. Червоные директоры. Да, для таких людей предельно понятно, что такое объем экспорта в Россию. Для него предельно понятно, что такое экспортная выручка, полученная из России. А что такое стоимость обслуживания кредита, для него как-то уже не очень понятно. И вообще там есть финансовый директор, который должен в этом разбираться, да, и не мешать ему наращивать экспорт и увеличивать привлечение экспортной выручки. Но это как бы так, на поверхности. Есть тут еще более серьезный вопрос в мотивированности вот этих самых лоббистов, этих самых крепких хозяйственников и красных директоров. Смотрите, у нас практически, я думаю, до каждого предприятия, крупного госпредприятия доведены планы по увеличению экспорта, по увеличению экспортной выручки и так далее. Люди отвечают, в том числе перед главой государства, за исполнение этих планов головой. А что у нас такое кредиты? Да? У нас есть предприятия, которые хронически не отдают кредиты годами. Эти кредиты переоформляются, рефинансируются, списываются, там какие-то схемы с облигациями и так далее. Вот я хочу вам, как журналисту, который держит руку на пульсе, задать вопрос. Слышали ли вы в каком-то вот недавнем прошлом, чтобы какого-то директора крупного предприятия сняли за то, что его предприятие не возвращает кредиты? Не, такого не было. И я такого не помню. Если ты провалил план по экспорту, тебя можно снять. Если ты провалил план по привлечению валютной выручки, тебя можно снять. Если ты не навел порядок на территории своего завода, тебя можно снять. А если ты не возвращаешь кредиты, за это еще ни одного человека не уволили. То есть вот эти люди, вот это руководство предприятия, оно абсолютно не мотивировано в том, чтобы суметь вернуть кредит. Сколько там будет стоить доллар, как они будут возвращать свои долларовые кредиты, им, грубо говоря, наплевать. Они уже привыкли считать, на самом деле, кредиты не кредитами, а дотациями. Вот, собственно говоря, при такой мотивации действуют вот эти лоббисты, и вот это объясняет, как мне кажется, почему для них важно, чтобы белорусский рубль падал, потому что почему им важно наращивать свой экспорт в Россию, больше они никуда продать не могут из-за неудовлетворительного соотношения цены и качества, и почему им наплевать на то, что им будет сложнее отдавать кредит. Они, собственно говоря, отдавать и не собирались. Добра, тады у мяне на заканчэнне два пытання. Калі ўсё ж таки дапусціць, што это была такая вот штучная падтрымка курсу расійскага рубля, ці будзе яна працягвацца? Гэта першае, і адпаведна тады атрымліваецца, ці чакаць нам далей і росту курса долара ў сувязі з гэтым?
Во-первых, скорее всего, это версия, но тем не менее мы имели дело с каким-то временным и достаточно краткосрочным вмешательством в ситуацию Национального банка. Как мне кажется, достаточно очевидным, долгосрочно эта тенденция быть не может, потому что лучше, чем в Нацбанке, о вреде такого вмешательства не знает никто. Им это понятно предельно, они готовы всем остальным это объяснять, они с помощью своих там пресс-релизов, интервью регулярно делают. То, что доллар будет расти к белорусскому рублю, вообще никаких сомнений у меня не вызывает, и связано это не с белорусским рублем, а с тем, что он будет расти к российскому рублю из-за ухудшения санкционной ситуации. Вопрос, или интрига в том, как будет себя российский рубль вести к белорусскому. Судя по всему, если вот это искусственное вмешательство в курсообразование все-таки прекратится, я в этом практически уверен, если вот этим лоббистам в очередной раз укажут на их правильное место, то в случае продолжения снижения российского рубля к доллару он продолжит снижаться и к белорусскому рублю. Ну, я так разумею, что, так сказать, прадказаць, якім будзе курс долара к концу года вы не зможете, але дадзіце параду, ўсё ж таки, гледзячы на тое, што адбываецца, ну, калі у кагосьці ёсць запасы расійскіх рублёў, што рабіць з імі? Вот самый легкий вопрос, это что делать с российскими рублями. Конечно, самый правильный, немножко циничный ответ, от них надо было избавляться уже давно, но если у кого-то на сегодняшний день есть российские рубли на руках, я порекомендую избавиться от них сейчас. И причем, если там, есть вариант поменять их на доллары, есть вариант поменять их на российские рубли, а благодаря вот этому на белорусские рубли, а благодаря тому, что вот за последние 2 недели российский рубль к белорусскому подорожал, это вот прямо сейчас можно будет сделать относительно выгодно. Потому что завтра может быть поздно. Тут не надо наводить какой-то паники, что завтра или послезавтра будет поздно, но решающий вопрос соотношения российского рубля и других валют – это санкционные истории. Мы видим, как там раскручивается ситуация вокруг дела Скрипалей. Мы знаем, что в Конгрессе лежит несколько законопроектов о применении против России очень болезненных финансовых санкций. И вот эта удавка будет только ужесточаться. Она может на какое-то время оставаться на том же уровне, санкции назад откатываться не будут. Вот это надо четко понимать. Нет ни одной причины, чтобы западные страны сказали, мы снимаем санкции. В этой ситуации российский рубль по отношению к доллару будет в лучшем случае стоять на месте, в худшем случае будет падать, эти периоды будут чередоваться. Поэтому хранить сбережения в российских рублях не стоит. Дякую вялікі. Я нагадаю, што ў нас у гасцях сёння быў эксперт, аналітык Альпары, Вадзім Іосуп. Зміцер Лукашук працаваў з вамі ў студыі. Гэта быў сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. І мы абмяркоўвалі, што адбываецца з расійскім рублём і што будзе з беларускім рублём і ці сапраўды Нацыянальны банк Беларусі спрабуе ўплываць на курсы валют, у першую чаргу расійскага рубля. Но будзем спадзявацца, што гэта не так, і прынамсі, калі гэта было так, то больш не паўтарыцца. Дзякуй вялікі, слухайце Еўрарадыё.